Меня зовут Андросов Александр Сергеевич, представлюсь. Я являюсь аудиочтецом книг библиотеки Литрес, аудиокниг. На данный момент у меня в библиотеке Литрес 9 аудиокниг самых разных жанров. Вообще аудиоозвучкой я стал заниматься с 2020 года. Эта идея у меня появилась на фоне определенных жизненных изменений, когда я сменил работу и думал вообще о том, что было бы хорошо поменять в своей жизни и, может быть, найти какое-нибудь хобби. И этим хобби стала озвучка аудиокниг. Поначалу я озвучивал произведения, которые мне нравились с детства. Сделал несколько аудиокниг на пробу для своего удовольствия. А потом уже сделал заявку в библиотеке Литрес. Там есть такой проект Литрес Чтец. И люди, которые не профессиональные актеры, могут подать заявку на озвучивание аудиокниг. И если их заявка будет одобрена, то они получают право озвучивать книги, которые есть в базе данных этой библиотеки. Вот. Удовольствие я, конечно, получаю. Без удовольствия я бы не стал озвучивать. Прежде всего, конечно, мне нравится то, что произведения, которые мне нравятся, которые мне самому интересны, они получают мой голос. Я таким образом становлюсь соавтором. В этом есть, конечно, нотка тщеславия, но в то же время мне говорят, что у меня получается, голос приятный, ну и есть дикция, есть понимание текста, его чувства. И, надеюсь, нравится моим слушателям. На данный момент у меня в Литрес значится 9 аудиокниг. Кроме того, у меня, так сказать, для личного пользования, для своего личного интереса я озвучил где-то 4 книги. В основном рассказы, повести классических авторов 19 века. То, что я озвучиваю, это прежде всего художественная литература, приключенческие романы, пьесы Островского, рассказы Чехова, Куприна. В общем, классическая литература, русская и зарубежная. Но они все по-своему очень интересны были. Например, пьеса Островского, там несколько персонажей. Нужно говорить, немного меняя интонацию, чтобы было понятно, что это разные персонажи говорят. Да? Там в основном диалоги. Также я озвучил 2 романа Фредерика Мариэта. Это британский писатель первой половины 19 века. Предтеча морских приключенческих романов. Заложивший, вот этот автор, который заложил основы морских романов. В этом смысле это было очень интересно, тем более автор с богатым жизненным опытом сам был капитаном военно-морского флота парусного, участник наполеоновских войн, англо-американской войны начала 19 века. В общем, известный писатель. Вот. Ну и рассказы. Мне очень понравилась одна из недавних работ. Это Чехов. Рассказ «Один из многих». В общем-то, написано было в конце 19 века, но фактически можно переложить на современную жизнь, современных людей, современного общества, да, обычных простых обывателей. Все то же самое, ничего не изменилось. И этим, так сказать, ценно произведение, что оно могло быть написано давно, но описывает вот прямо как сейчас.
на все времена, можно сказать. В данное время я озвучиваю повесть писателя Айсена Дайду, якутского писателя, под названием «Небесные охламоны». Эту идею мне предложил Алексей Григорьевич Пудов, мой коллега по Академии наук. И я рассмотрел эту идею и посчитал, что, в общем-то, было бы неплохо озвучить эту книгу и посмотреть, что получится. Но я надеюсь, что получится. В общем-то, текст интересный. Прежде всего для якутской публики. Как известно, якутская публика очень интересуется местным продуктом. Это понятно, например, на примере якутского кино, да, которое пользуется просто бешеной популярностью в Якутии. И я думаю, что произведения местных писателей, они будут интересны и для местного читателя, слушателя в Якутии. Вот. Это произведение сейчас в периоде разработки, и, наверное, через месяц можно будет, когда оно выйдет, Алексей Григорьевич Пудов его прорекламирует. Все, кто будут заинтересованы, узнают об этом. И, я думаю, аудиокнига найдет своего слушателя. Сивцев Айсен Дмитриевич. Небесные охламоны. Повесть. Избранные фрагменты. От автора. Действие происходит в городе Якутске с 7 часов 58 минут утра 31 мая и до 7 часов 45 минут утра 2 июня года Белой лошади. Все факты и события даны в точном хронологическом порядке, без изменений, и именно так, как все это происходило на самом деле. Возможно, некоторые двуногие узнают в этом странном по худформе откровении поэта самих себя и вольны предъявить ему свои претензии и разные-преразные несогласия. Итак, истинно говорю вам, от Иоанна. Святое благовествование. 31 мая 90-го. А 90-го ли? А может, все-таки 7498-го? Тяжелый век. Тяжелые веки мои. Открываю зенки, зырю. 7 часов 58 мин. Мин — это я. И выходит без двух. Хорошо. Мое окно грязное, в серых пятнах. А дальше, выше облака. Чистые такие, белые-белые. О, белые кони мои гуляют по синему полю небес. Чьи это? Это мои. Слова сейчас вот в башку. Или из башки. Туда-сюда, сюда-туда. Откуда? Пора вставать. Пора. Но холодно чего-то. Зеваю. Значит, опять как вчера. И позавчера. Нет. С трудом приподнялся и мужественно включаю Нейву 304. Щелчок и сразу пик. Потом московское время 2 часа. Потом передаем последние новости. Все.
Давай. Натягиваю штаны, потом носки. Носки. Улыбаюсь. Из пыльной фиолетовой глубины медленно так появляется добренькое круглое лицо С. Он поставил эту пьесу на сцене и сыграл заглавную роль. Или главную. Туда-сюда. Сыграл-то он ухохотательно, приятственно хорошо. Теперь С едет в ГДР. Или в ФРГ. Или как там? ФРГ? Сам черт не разберет. Короче, он едет в Германию, к немцам. Прославились они, наши артисты. Дюжи известные стали. Киргизия, Грузия, Мексика, Финляндия. И теперь вот Дойчланд. И везут туда желанный голубой мой берег. Доброго человека. Доброго — это хорошо. Доброе и злое, злое и доброе. Да. Слайды. Надо С заказать рвахром для съемок. Вспомнил, доброго человека из Сычуана они не везут. Ведь это Брехт. Надо ему заказать целый блок, ибо в Москве ты сейчас не найдешь. В Москве сейчас ничегошеньки не найдешь. Пусто. Пусто и злобно. И кое-кому кранты намечаются, как говорил мой друг, дитя небесное. Дима Шацилла. Дима, Димка, где ты сейчас? Что ты? Чей ты? Или опять заболел? Нервы? Нервы номер 1990, 72, серия Ан. Не ври. И не рвы. Рву. Найду ворву, нарву траву, как вор и курва в прорве. Но вру. Рву газету, раз! Иду в туалет. А там тоже лезет. Из головы. Почему его туда запихали? Ведь Ше, наш общий друг, совершенно здоров. А запихали в дурдом. Туда. Пьет, правда, как лошадь. От этого тоже ведь можно. Бух. Уходит вода. Начинается песня свежего утра. Начинается. Захлопнул дверь, защелкнул задвижку. Чок. Сегодня выходит последний день сумасшедшей весны, года белой лошади. О да, это чистая белая лошадь. Горцует и пляшет в пыли на площади сонной и солнечной. Брэд Сиф оф Кабл. Черт возьми, надо позвонить Аизе. Смотрю на часы. 8 часов 12 минут. Рановато, пожалуй. Кадр 3. Поэт растрепанный. Полуго. Не полу. А вовсе даже голодный стоит на кухне. Вот ставлю чайник на огонь. А жрать все равно нечего. Хлеб да масло. И то хорошо. Вчера продавали яйца в магазине. Хотел встать в очередь, да... Суета-сует. Суета. Кругом одна бестолковщина. Бестолкует, значит. Ладно, пойду-ка помоюсь. Марафет наведу. Как-никак в Совмин дергать надо, на рандеву. На эту интересную, как я предчувствую, встречу с Б. Так-так. Тик-тик. Время бежит, летит, скачет, торопится, мелькает, несется, уходит. Сколько часов? Ага. Уже 8 Ч, 30 мин. Пора звонить. Я набираю знакомый номер. Алло? Я слышу в трубке знакомый, чуть хрипловатый, с растяжкой на гласных голос. Да, это я. Я говорю. Что? Отвечаю. Я договорился с ним встретиться. В вестибюле Совмина. Да. Потом придем с ним в музей. Что? Как? Не можешь сегодня? А? Слышу в трубке. У меня сегодня вечером концерт в театре. А потом в это время... Время, говорю. Перепуталось все. Я ведь из Москвы вчера прилетела, и вот перепуталась. Тяну я. Понятно. Ну тогда отдыхай, поспи. А то вечером... Да, понял. Значит, потом. Потом, говорю. Пока.
Трубку бросил как-то легко, весело. Словно тяжесть какую-то сняли. Облегченно вздохнул. Почему? А черт знает почему. Ладно, чайку, пиалку другую пропущу горяченького. И вперед. Я снова чувствую, что сегодня что-то этакое произойдет. А телевизор снова чего-то там. Выстрелы в Армении, кровь, жестокость, всякая бяка. А может, блок слайдов заказать не С, а Симону? Симон человек дюже серьезный, истинный саха. Консервативно честный до удивления. Последний из магикан. От слова «может». Чаю горячего хочу. 9 часов 55 минут. Эпизод номер 2. Место действия – Совет министров ЯССР. Вестибюль. Холодный мрамор казенщины. Смотрю, его нет. Нет. Подхожу к киоску, где газеты и прочее. Прошу показать номер латвийской Даугавы. Первый номер, второй, третий. Первый, помню, уже покупал. Полистал, посмотрел. Нашел. Сейчас мы имеем схожую ситуацию. Старый, командно-административный, ортодоксальный, казарменный социализм изжил себя и лег у истории на пути. Но его верноподданные, желающие все обобществить, все централизовать и на каждый чих издать инструкцию, пока располагают реальной властью. Это интересно. Колоссально! Воскликнул бы я в 1952 или в 1957 году. А сейчас как выражаются? Потрясно? Ништяк? Да, ништяк. Чую, подходит кто-то. Оборачиваюсь. Он. Да, это он, товарищ Б. Товарищ Б в аккуратном темно-синем костюмчике. Чистая рубашка и узенький модный галстук с белой лошадкой. С белой, под которой не то китайские, не то японские иероглифы. Он улыбается. Это очень, очень молодой человек. Или выглядит так молодо. У него жидкие усики над слегка припухшей губой, смуглое азиатское лицо, тонкий чувственный нос, черные, смородиново-черные глаза, аккуратно подстриженная челочка. Он чем-то напоминает испанского кабальеро или матадора своей стройной фигурой. Тонкая талия и изящные ловкие руки. Нечто каталонское, черно-бело-красное. Хотя вот красного цвета, однако, в нем нет. Разве что кровь его в венах. А может, она желтая? Нет, не знаю. А потом действительно, чем дальше, чем лучше его узнавал, чем дольше с ним находился во времени и пространстве, тем больше и больше кровь его желтела. Становилась светлой до странности. Итак, вот он подошел, значит, поздоровался. «Че, бардабыт?» – ему говорю. «Это тут близко совсем, по Кировой». Далее я ему говорю, что звонил директору музея, Аизе Петровне, и что она не придет. Не может сегодня. Не и не получается. Я смотрю на его худое лицо, сочувственно киваю. И он тоже смотрит. Черные зрачки расширяются. И тут я чувствую, на меня надвинулась какая-то темная, тяжелая волна, обдала меня холодом с ног до головы. Волна обиды исходила от моего нового знакомого Б. «Ого!» – я подумал, с ним надо поосторожнее. 10 часов 11 минут. Эпизод номер 3. Крупным планом Музей музыки и фольклора. Наш музей. Ближе, еще ближе. Шаги, шаги, шаги. Кто есть я? Я – это искатель древностей, искатель ценностей забытых, погибших уже. Забытое – вот мое хобби. В том числе забытые, никому уже не нужные люди. Старики, старухи, обиженные судьбой чудаки. Это, поймите, истинный клад. В них все наше драгоценное прошлое, наши тайны, сокровища, неисчерпаемое море, живой Байкал духовных ценностей. Все старое, скрученное, сморщенное, полутрухлявое,
Золотой сгусток времени. Энергия. И все хрустяще-блестящее, лакировано шикарное, чаще ложь и стёб. Иллюзия. Это только видимая оболочка жизни, а не естество. Не тяжелая, полуспящая, смачная суть, что мы видим и чувствуем в старинных, истертых, потрескавшихся от времени вещах, будь то бронзовый подсвечник или темный, из черной лиственницы покосившийся дом. Везде только форма и сущность. Сущность и форма. Он молод, я думаю, глядя на Б, и стар. Точно, это старик. Старик. Это тишь, это сумерки, это сон, что живет. Это день перед снегом. Это вчера. Вчера. Это 100 лет, 300 и 1000. Это много. Ох, как много. Это он. Продолжение эпизода номер 3. Кадр. Двое заходят в музей, в этот прекрасный деревянный дом, чудом сохранившийся в наше эго-черство жесткое, железобетонное время. И когда-то в этом доме-теремке помещался русско-азиатский банк. Его темные, потрескавшиеся стены пропитаны тяжеловато-сладким духом имперских ассигнаций, меди, серебра и золота. Здесь подолгу хранились хрустящие купюры Николая II, потом, возможно, керенки, семеновские винные деньги, первые советские бумажки, сталинские рубли с улыбающимся рекордистом-шахтером Стахановым, который, показывая свои крупные лошадиные зубы, держал в руках тяжелый отбойный молоток. Потом, естественно, надолго внедрились в сейфах сберкассы мелкие хрущевские трешки, пятерки, десятки и так далее. В музее был сущий бардак. Шел ремонт, процесс оформительской работы. Лежали на полу доски, ДВП и ДСП, пахло клеем и краской. В углу на досках сидели парни, студенты худучилища. «Вот здесь мы работаем», — сказал я ему. «Этап становления. Из пыли и грязи цветок вырастает прекрасный». неопределенно протянул Б. «Сяп?» Помолчали. Потом я сказал: «А что, пойдем-ка в ЕНМЦ. Там встреча намечается с членами клуба Алтан-СРГ. Это по Кировой, в сторону парка. Пошли?» «Пошли», — ответил он, странно засмеялся. Десять часов 30 минут. Эпизод номер 4. Входим в литературный музей, что на Октябрьской. Решили сначала заглянуть по пути сюда. Сверху приятно свет струится. Везде чистота и порядок. В центре чароны, катыя, кумысные черпаки, кычимы. Напротив центрального входа видим огромное на всю стену панно с изображением фигур героев Аланхо: Нюргун Ботур, Туярыма Куо, Юрюн Куалан, Сахасарын Тойон и Сабыя Бай Хотун, богатыри Аи и жители Артодайду. Как чудесно, легко дышится тут. Все свое, все вечное. Свет, свет, свет. Мой спутник внимательно, с интересом оглядел эту красоту, ничего не сказал. Кабинет директора. Наезд кинокамерой на добродушно улыбающегося С. Он хитро щурится, мнет в руках пустую пачку сигарет. Здороваемся. В углу я вижу... Да это сам Че. Че — мой давний знакомый и друг, которого я дюже уважаю и люблю. Добрый и толковый друг наш Че. Давно я не видел его. Весной он, говорят, сильно захворал, лечился. Был тоже там. О, люди, люди. Душа, душа, душа. Он обрадовался, увидев меня. Воскликнул: «Вот человек, которому я рад всегда. Ну, здравствуй, дорогой». Че смотрит на меня своими черными и такими добрыми глазами с выражением: «Скажите только, я сейчас готов ради вас на такое. Я готов. Готов». И такого жаркого, на все готового выражения, как бы я сказал, в его горящих зрачках я еще не видел ни у кого. Это одержимость и страсть. Самопожертвование во имя... Во имя чего?
но это знал только он сам. Одним словом, Че – это сущий Дон Кихот в засоленном, усыпанном перхотью пиджаке. Рыцарь с открытым забралом. Последний из могикан. О, снова Испания. Испания в центре Якутска. Я повернулся к Б и сказал: «Познакомьтесь, это Че, он оттуда». Б медленно поднял глаза к потолку, кивнул. Он понял. С, все так же сладко улыбаясь, мягко ступая по ковровой дорожке, вышел из кабинета. Б и Че встретились как давние знакомые. Нисколечко не удивились. Знали, что это именно так, что так и должно быть, не иначе. Ветер синих небесных высот гуляет меж звездами. А тут на земле тишина. Слышу шепот зеленой травы и вздохи влюбленных букашек. Мы все его дети. Потом Че стал показывать свои старые дореволюционные и послереволюционные фотоснимки 20-х годов, где были Никифоров, Ксенофонтов, Новгородов, Амосов, Аюнский. Был, кажется, сам Кулаковский на групповом снимке. Но Кулаковский ли? Надо бы выяснить. Сверлит пылающий мозг Че. Он это или не он? Кажется, все-таки он. А Платон Алексеевич Аюнский? Где он? Где похоронен? Этого никто не знает. А другие замученные. Глаза Че пылают, жаром обдают. Поэт, человек с чистой совестью, наделенный божьим талантом, был замучен инквизиторами системы, и труп его изуродованный был выброшен из больницы в яму, как штука уже ненужная партии, проклятая народом и властью. Властью. Че возмущался, губы его дрожали, вспыхивали светом неземным его прекрасные глаза. Он смотрел на Б и говорил, словно пил и не мог напиться, упиться чем-то. Потом он резко повернулся ко мне и сказал: «Я сейчас не пью, Эйсен, давно не пил и не хочу. Но если ты хочешь немножко тяпнуть, готов хоть сейчас тебе бутылку поставить, но только немножко». «Не надо, не надо!» – замахал я, испугавшись, что снова начнется эта дурная карусель, когда первая рюмка тянет за собой вторую, третью, четвертую, и так без конца, без края. «Хватит, нам надо сейчас в ЕНМЦ, там лекция начинается. Пошли?» «Пошли», – быстро согласился Че. Он собрал свои фотографии, встал из-за стола, и мы втроем двинулись к выходу. Мы вышли на улицу и дворами, через какие-то заборы и помойки, выскочили на улицу имени Сергея Мироновича Кирова, прямо к памятнику большевика Петровского. А есть еще в нашем городке прекрасные памятники Ульянову, Марксу, Дзержинскому, Губельману. Они ведь все... Че не унимался. А где же памятник Амосову, Кулаковскому, Аюнскому? Где памятник поэту, признанному своим народом? Где? Нет в Якутске памятников поэтам и писателям. Политика и только политика. Стоит поэт перед нами, некрасивый, голый, каким его природа сотворила. Нет, говорят они, так не пойдет. У вас неподходящий экстерьер, несвежее лицо, большие уши и слишком хилый торс, к тому же кривые ноги. Мы вас слегка подправим, говорят они, пригладим уши, изменим лик, грудь лихо накачаем кислородом. А ноги переломаем чуточку и заново срастим по нашим первоклассным образцам. Политика? 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 Так мы втроем, разговаривая о проблемах нашинских современных, быстренько дохиляли до кривобокого, полусписанного деревянного здания Единого научно-методического центра. Центра ЕНМЦ. Эпизод на улице. Время 13 часов 49 минут. Мы прощаемся с Б. «Приходи ко мне сегодня вечером, поговорим. Запишу на магнитоленту твою исповедь». «Сёп», — кивнул он, — «приду в 9. До вечера». Он ушел, исчез за углом, и быстро как-то. Фьюить и нету. А мне к Мординову надо сходить. Осторожно, словно сообщая мне какую-то великую тайну, сказал Че. Он знает. Хочу узнать у него.
Кто же все-таки стоит там, в верхнем ряду? Очень, очень похож на Кулаковского. Очень даже похож на него, не правда ли? Это он. Чувствую, что это именно он. Он это или не он? Да, неопределенно тяну я, думая совсем о другом в этот момент. Надо. Хорошо. И он, озабоченный и озадаченный, семеня ножками, поспешил к остановке автобуса. «Поистине, Дон Кихоты еще не перевелись на земле», — подумал я. «Неистребим все же дух твой, неистребим. И придут от востока и запада, и севера, и юга, и возлягут в Царстве Божьем». Хорошо. И мне пора домой. Домой. Итак, 14 часов 25 минут. Я дома. Не успел. Они уже ушли. Я снова один. Где последняя свежая молодежка? Ищу ее. А, вот она, среди вороха других газет и журналов. Интересно, что там они напечатали? Итак, это МЯ от 31.05.90. 23, в скобках 48.98. 8 коп. Вот, страница номер 6 и 7. Есть! Наших напечатали! Ну-ка, как там они мой текст о Швецове? Читаю. Кто он? Знаю ли я его? Нет, не знаю. Знают ли они его? Нет, не знают. Знает ли он сам? Кто есть Толя Швецов? Нет, не знает. Ибо да-да не знает никого и ничего. Да-да — это ноль, неизвестность. И Анатолий Швецов есть один из оставшихся, чудом, живых дадистов уходящего века. Ничего, думаю я, не зачеркнули, не выкинули. Все как написано. Читаю дальше. Мир да-да Швецова — это нечто невразумительное, нечто абсурдное и реальное, суперметаморфозное, не принимающее ни ваших, ни наших явления. Так. Дальше. Вот стихи Лены Захаровой. В бездонных темницах храню в заточении два безумных вулкана славой, умолкнувшим криком двух кошек ни с чем не сравнимых по нежности. Хорошо. А вот Олег Чермышенцев. В бездонный звенящий стакан, в хрустальный стакан, в котором пульсирует ночь. Тысячи раз луна, словно бешеный лик, движется вспять над лужей серебряных теней, обливших мир. Ах, Виолетта, ты утро своих сновидений. Ребята наши молодцы, я думаю, дадут еще прикурить кое-кому. И тут я вспомнил второй, весенний номер «Полярной звезды», где были напечатаны стихи Алексея Кулачикова. Видения исчезли, но я знаю, вернется вера в жизнь. Спасибо за урок. Простого смертного труды я выбираю, бреду долиной белой черных строк. Далее идут, наползают строки Володи Рассудцева. Мы станем стоп-кадром в забеге или выпавшим из цепи звеном, и окажется, что во всех проявлениях зрела необходимость государства душ, спрягающих 1+1 в понятие «единица», и, как поясняют историки об единение княжества для, о чем, собственно, я говорил, остановив конвейер мгновения. Государство душ. Это так. Это действительно. А вот еще Коля Дьячковский написал: «Я черпаю энергию из комбинаций флоры и фауны нашего края с временем суток, и это время в различных сезонах располагая». И еще такое. Трудно вспомнить хотя бы частями, а при встрече окажется то, что невозможно охватить глазами твое меняющееся лицо. Итак, завтра пятница, значит, все встречаемся там в 18:00. Как бы мне не забыть про это. Листаю МЯ, потом снова возвращаюсь к 6-й странице. Читаю. Литобъединение «Белая лошадь» приглашает всех желающих на свое заседание, которое состоится в Доме печати в КАБ номер 93. Все.
Лег на постель, погрузил голову в мягкую подушку. Вспомнил почему-то прошлогоднее лето в Дойду. Жара, белый раскаленный песок и голоса. Вот осыпается песок, трудно шагать. И чувствую, провалился вдруг куда-то. Потом вздрогнул, открыл глаза. Задремал, кажись, малость. Глаза слипаются, мозг не варит, отключается. Ухожу. Тело погружается в мягкое, ватно-приятное. Размывается, исчезает. Это... Тик-тик-ту... Я стою на какой-то платформе. Приближается медленно электричка. Очень медленно и тихо. Стука не слышно никакого. Поезд. Это мой поезд. И вдруг слышу звонок. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь. Проснулся, слышу четко. Это в коридоре телефон. Телефон! Я вскакиваю и, натыкаясь на что-то, спотыкаясь, иду. Подхожу к телефону. Беру трубку. Алло? Да. Что? Афоня? Да, я слушаю. Что? Ты где? В городе? Когда? Сёп. Хорошо. Тогда приходи сегодня в 4 в картинную галерею. Что? Придешь? Ну ладно. Пока. Итак, 15 часов 42 минуты на моих, не золотых. Надо надеть что-то. Одеться поприличнее. Все-таки там соберется сегодня не шантропа какая-нибудь, а знакомые дамы и так далее. Галстук надеть или нет? Можно и без галстука. Зачем? Афоня Бродников. Это он звонил. Бродников — это есть мастер. Истинный. Человек из гущи народной, талантом завоевавший свой авторитет. Как и мастер Махначевский. Раальдя. Марфусалов. Всех не перечислишь. И хорошо. Бродников, я помню, еще в 50-х прославился тем, что цветными нитками вышивал портреты, пейзажи, натюрморты и прочее. И тогда было модно вышивать гладью портреты великих людей. Пушкина, Горького, Мичурина. Помню Сталина во весь рост. Иосиф Виссарионович был изображен этаким великаном. У божественных ног в сапогах, которого копошились маленькие, похожие на котят, косматые львы, тигры и похожие на голодных цыплят птицы. Он, великий человек, был выше лесов и гор. Он подпирал, я бы сказал, пробивал своей гениальной головой голубое небо и не боялся нисколечко Бога, ибо он — великий материалист всех времен, давно Всевышнего этого отменил, зачеркнул и выкинул к чертовой бабушке. Бога теперь не было. Был только он. Он и только он. Бродников тоже вышивал вождей. И неплохо. Особенно у него получался Владимир Ильич. И за него он, кажется, даже отхватил какую-то приличную премию. Но теперь Афанасий вождями не занимается. Перестроился. Ему куда милее стало вырезать из дерева зверюшек, делать чучело птиц, рисовать портреты друзей и знакомых. У него масса интересных работ. Он знаменитый человек в своем районе. Его знают в республике. Да. И вот недавно он вдруг сделал забытый всеми старинный музыкальный инструмент — тайматабык. И еще он сотворил чудесный, просто шикарный девятирогий шаманский бубен, который своим изумительным звуком просто поразил и испугал самого председателя сельсовета, пришедшего посмотреть на его шедевры. А жену Афанасия этот чудо-бубен напугал еще пуще, и она попросила мужа вынести эту страшную штуку на улицу, в сарай, где бубен и хранился до приезда покупателей из музея. Да, пора идти в галерею. Пора. Эпизод «Ночь в общаге». 3 часа 48 минут ночи. Или утра.
Не все ли равно? Короче, мы поднимаемся на второй этаж, идем по коридору. Д стучится в какие-то двери, спрашивает, есть ли водка. Господи, уже солнце вот-вот взойдет, а мы водку эту проклятую ищем. И он так заразительно, много и смачно говорил о водке, что мне тоже вдруг захотелось. Пить так до конца. Найдем. Д поднялся на 3-й этаж, потом на 4-й, но водки ему не дали. Полный провал. Тогда он заставил меня постучаться к моим знакомым, которых я очень уважал. Я послушно стал тыркаться, царапать их дверь, как последняя сволочь. И хорошо, что мне не открыли, ибо у них были маленькие дети, которые могли посреди ночи проснуться и заорать. Такие вот пироги получились. Не нашли и все. Но тут мы услышали вдруг звук тромбона на 3-м этаже. Пошли на эти звуки, и это оказался музыкант из оркестра, друг Д. И было странно слышать, как одинокий человек трубит ночью в спящей общаге. Звуки тромбона, бой-бом, тревожно плывут по коридору, по всем этажам, а он, забывшись, трубит себе да трубит. Увидев Д, он, кажется, обрадовался, и друг мой смело вошел к нему в комнату, а я остался в коридоре. Потом Д позвал меня, сказал, что у него есть бутылка водки. И я вошел и вижу. Все в комнате разбросано. Книги, детская одежда, игрушки, пустые бутылки, раскрытые неупакованные чемоданы, зимнее пальто, какая-то посуда. И все это валяется на полу, словно здесь побывала милиция с обыском, которая искала запретные вещи или оружие. Сам хозяин, некто П, сутулый парень, как и мы сами выпившие, молча рылся в сумке коляски, что-то искал, чем-то там таинственно звенел. Кажется, там были обещанные им бутылки, но он упорно их не находил. Снова рылся в сумке коляски, снова не находил. И так продолжалось довольно долго. «А почему ты музыку не ставишь?» Вдруг выпалил Д, кивая на проигрыватель. «Ах, да!» И П поставил пластинку. «Это вот, сейчас». Оркестр заиграл похоронный марш. Это, представьте, ночью в спящей общаге во всю мощь медных труб звучит похоронный марш. «Да», — я подумал, — «этого-то нам и не хватало как раз. Все путем». Д растерянно махнул рукой, дескать, пусть его. А П все рылся и рылся в вещах, искал упорно бутылки, но не находил. А может, и вовсе не желал их находить. «Сейчас», — бормотал он. И таким вот макаром прошло минут 40, и я, заранее зная, чем это кончится, спокойно задремал, чуточку прикорнул под эту чудесную похоронную музыку. Погружался, умирал. «Сейчас», — бормотал П. «Сейчас». «Ах ты! Сейчас, — раздраженно подумал я. «Вот мудак, падла, сука, Б, пип, Х, пип, моржовый». Мне порядком надоела эта возня, и я вышел в коридор. Вышел и Д. Я спросил, а чего это он мозги пудрит? Водки-то нет у него. «Да есть у него, только П ждет сейчас друга. Говорит, что этот должен в аэропорт отвезти. Он в Магадан улетает сегодня». «Ах, в Магадан!» — понял я. «А меня там, тебя там, Рыдхеу ждет. Так ведь?» «А чего?» «Да так вот». «Ну и что?» «Того». «Чего того? Мало, что ли?» «Мало. Еще тебе?» «Да. А что?» «Что? Где?» «Тут! Тут!» Д стал потом слезно упрашивать меня, чтобы я снова постучался к моим знакомым. Выклинчил у них пузырь, но я мужественно отказался. Сказал ему: «Уже, дорогой, 5 часов утра. Я зверски хочу спать. Только спать». Затем попросил его проводить меня в его комнату. И он повел меня по длинным этим коридорам, по лабиринтам общежития. Общежития. Общаги. Общака. Мы долго шли по пустым коридорам. Кому-то стучались,
Но двери молчали, не пускали нас. И мы снова под громкие звуки похоронного марша поднимались наверх, опять спускались на нижние этажи, снова поднимались под звуки марша, возвращались к тромбонисту П, и он по-прежнему упорно не хотел найти эту проклятую бутылку. И я, наконец, не выдержал этой пустомоталки и накричал, заорал на Д, сказал, что пить не хочу, а только спать. А он сказал: «Тогда пойдем, погуляем по городу. И еще, у тебя деньги есть?» «Нет», — сказал я твердо, — «денег тебе не дам. Подождешь, брат, до завтра. То есть до сегодня. Осталось до 8, всего ничего. Потерпи». «Нет, я пойду бродить. Я очень люблю бродить один по ночному городу. Знаешь, идешь. Хорошо. Прощай». И Дэй пошел вниз по лестнице. И я услышал его голос. Он пел, и красивый, мощный бас его синхронно звучал под музыку этого марша, под звуки тромбона. Скоро хлопнула внизу входная дверь, и все, наконец, стихло. Замолкла также музыка в комнате тромбониста. Тишина. Покой. «Ну, слава тебе, Господи!» — вздохнул я облегченно. «Пусть себе бродит, а я хоть прикорну тут малость». Нашел в коридоре какой-то половик у дверей, расстелил его за ящиком для картошки, прилег, закрыл глаза и стал куда-то проваливаться. Опять этот сыпучий песок, желтый, горячий. И тут что-то грохнуло. Послышались шаги, раздались голоса, и мимо меня, лежащего на грязном полу, торжественно, гордо подняв красивую голову, вместе с красивой девушкой, с чемоданом в руках, величаво прошествовал артист балета Боря Матвеев. «Чего это он?» – подумал я. Потом вспомнил. «В Магадан же они, в Магадан! Счастливо тебе, Боря!» Посмотрел на часы. 5 часов 35 минут утра. Господи, скоро вставать. Я снова закрыл глаза, поплыл к своим берегам. Провалился. Вздрогнул от шума, проснулся. Уже 6:49. Пора, друг, дергать отсюда. Скоро 7, начнут ходить автобусы. Вот хлопнула дверь в коридоре. Вышла женщина. Потом потопала по коридору в сторону сортира. Пора. Я поднялся, отнес половик на место, мысленно поблагодарив хозяев. Потом спустился вниз по лестнице, подошел к окну, увидел солнце. Яркое, рыжее солнце. Эпизод самый последний. И вот я на улице. Везде люди, мельтешат машины, все задвигалось, засуетилось. Город проснулся. Начинается новый день. 2 июня 1990 года. А 90 ли? Я улыбнулся. Вот и 8 моя. Я сажусь, еду в рабочий городок, домой. В автобусе люди. Молодые, симпатичные лица. Девушка улыбается, о чем-то говорит подруге. Говорят. А это кто сидит? Да это С. Не уехал в Дойчланд, что ли? Привет. Ты куда это? Ведь должен был на запад. Нет, на восток еду. К своим, в Тюнгюлю. К своим людям? Спросил я, намекая на нашу пьесу. К своим, засмеялся С, поняв меня. И ребят вот своих везу к родственникам. Лето все-таки. Солнце. Да, это солнце. Солнце. Соглашаюсь я, и мне почему-то становится как-то легко. Очень легко. Не один все-таки я. Не один. Входят на остановках новые пассажиры. Старушки с бидоном, мальчик с собачкой, 2 мужика в рыжих спецовках, женщина с огромной сумкой, старик с внуком. Выходят и входят. Я стою, задумался. Что это? В автобус вдруг входят, появляются из затмения живые друзья моей юности. Надька и Лена, 2 Клима, Юра,
Саша Петров, Валера и Света, Бордонские, Ленька и Марик. Затем входят в автобус, и они. Это мои ушедшие и теперь навеки молодые друзья. Они садятся рядом со мной, едут, смеются. Коля Слепцов, Витя Савин, Коля Гуляев, Нюргун и Шурик Ядриев, Саша Корякин, Леня Винокуров, Тамара, Нюргуша Маленький, Юрка Савин, Ганя, Валерка Слепцов и еще те, которых уже не вернешь. Снова очередная остановка. Захлопнулась дверца. Брызнуло солнце лучами, белым светом лица друзей осветило. Солнце-конь все выше поднимается по белым облакам, вверх, где прохладная чистая синь. Вспыхнули в памяти полузабытые строки. Находим снова в темноте друг друга. Соединяем руки, души. Горим, летим. О, солнце! В трубных звуках утра вновь растворяет черноту, вновь прогоняет всадников луны, и кубок золотой свой поднимает все выше, вверх, все выше, во имя торжества небес и животворной синевы, чьи дети прыгают, поют, вновь оживают, как просыпаются цветы, вдруг сбросив покрывало ледяное. О, ты, все темное ушло, нет больше боли, нет больше гнева. Есть только белый цвет весны.